23 февраля 1944 года. Эта дата хранится в памяти каждого представителя ингушского народа. Знают о трагических страницах истории и самые юные жители нашей республики. В детском саду «Жемчужина» сегодня непривычно тихо. Дошколята показывают небольшое театрализованное представление и, кажется, сами уходят во времена событий 44-го. Поступил приказ. Сегодня на рассвете вас выселяют из села. Полгода назад мы выселяли карчаевцев. Много людей погибло. Прости, старик, у нас приказ. Возьми с собой побольше еды и теплой одежды. Собравшимся гостям и даже воспитателям сложно сдержать эмоции. Несмотря на то, что все дети знают об этой памятной дате, каждый раз она воспринимается по-новому. Поджигайте состав. Извините, товарищ полковник, не понял. Поджигайте, говорю. Ну как так? Там же люди, дети, старики. Выполнять приказ, а то я тебя и всю твою семью, как врага народа, в Сибирь изгнаю. Извините, не могу. Среди зрителей самый важный гость сегодняшнего дня – Каршы Гандалоеву 85 лет. Он очевидец тех страшных и кровавых событий. Дедушка с дрожью в сердце вспоминает события 44-го. اشتديها حط أقداديها باقي نهديها حابي أحكي يريك المشي جت يرت موجود وصلت بيتها أزبال بقول مصدق أبغى زلاتي وقولي يا أقول شو سميها يا سميها أشتوف سميها أشتاشيا شو. Малыши, со слов воспитателей, долго и ответственно готовились к этому дню, а их пронзительное выступление не может оставить равнодушным. Тато, идите, ярыш. Дача бохыш. Да, бага Сибири. Шилу ёлш, я хамяс, ца хамяц. Hazır приятель му дыкыс. Вот, снег му яры снег, шилу. Да, нана, шилитон. В ходе выселения и первые годы после него погибли более 100 тысяч человек. Холод, голод и смерть забрали матерей, отцов, бабушек и дедушек. Сегодня каждый житель республики должен знать историю. Ежегодно такие мероприятия проводятся во всех школах и детских садах республики. А в память о тех, кто так и не смог вернуться, прочитали Мавлид. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз 24.